Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вновь находимся в гостях у Эрики Сысоевой. Эрика Сысоева занимается производством натуральной косметики, да? И уже не в первый раз мы встречаемся, да, с Эрикой. Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня мы будем вновь творить. И всегда очень интересные выпуски с вами, именно, да, нашей программы, потому что происходит все время что-то волшебное, да? Сегодня что мы будем с вами изготавливать? Ну, в общем-то, волшебство нам дает природа, и в этот раз мы снова будем работать с растениями. В этот раз мы будем делать мацераты растений. Это инфузы или по-другому вытяжка из растений уже жирорастворимых компонентов. Если в прошлый раз мы делали вытяжку водорастворимых компонентов, то это жирорастворимые компоненты. И если мы говорим о растении и хотим взять силу с разных сторон растения, да, то мы можем использовать и эти компоненты, и другие, да, то есть разные формы, и больше эффекта получим. Ну, давайте сразу посмотрим, да, вот как выглядит готовая продукция. Итак, здесь у нас тысячелистник, да? Да, тысячелистник, который я сама собирала, у нас в Якутии растет тысячелистник, да, сушила, и вот я настаивала, сделала мацерат из тысячелистника. Ну, как видите, как бы внешне цвет масла сильно не меняется, да, но тем не менее свойства уже другие. То есть это обогащенное масло, в данном случае не рафинированное, высокоолеиновое, вот не подсолнечное масло. Вот здесь морковь. Здесь это морковь, да. У всех этих мацератов будут разные свойства. Здесь у нас морковь, здесь у нас ромашка, лаванда. И, ну, как бы я разные делаю мацераты и использую их в разных случаях. Ну, сейчас посмотрят зрители, да, подумают, ну, масло, да, но что здесь полезного? Если говорить о полезных свойствах и вообще о том, где мы можем применить вот подобные. Ну, я, в частности, конечно же, делаю на основе этих масел вот такие вот баттеры, например, да, по уходу за руками. Здесь у меня баттер для рук, делаю крема, использую тоже гидролат, который мы делали в прошлый раз, использую баттеры, и эффективность в разы повышается, да, потому что растения, они наделяют свойствами каждое растение по-своему. Ну, например, если мы говорим о тысячелистнике, да, он очень хорошо заживляет раны, порезы. Морковь омолаживающая имеет свойства, да, и хорошо для кожи после воздействия солнечных лучей. Ромашка, свойства ромашки нам тоже всем знакомы, да, это противовоспалительные будут свойства, заживляющие. Вот. Ну, лаванда тоже, да, очень хорошие, вообще универсальным считается средством для всех типов кожи, и тоже вот такие хорошие уходовые компоненты будут. Да, небольшой аромат растения будет, да, передаваться. Здесь у нас вот лаванда, и мы четко слышим, да, запах лаванды. Но основа это у нас все равно масло подсолнечное, не рафинированное. Не обязательно. Оно самое недорогое, доступное. И почему оно идеальное? Потому что он содержит витамин Е, а витамин Е, он как бы предотвращает от порчи растения, поэтому нам это нужно, потому что мацерат выстаивается минимум 4-6 недель, и срок достаточно большой, и нам нужно, чтобы за это время не завелись какие-то другие посторонние микроорганизмы. Все, да? понятно. Масло обеспечивает эту защиту, да? Да. Так, еще раз, дорогие друзья, мы сегодня будем делать мацераты. Мацераты, ну, проще говоря, это Масляные, масло, обогащенное, да, силой растений. вот так. То есть это чудо масла того или иного растения. Вот как мы его получим, узнаем прямо сейчас, да, и начнем. Ну, для мацерации нам нужно всего два компонента, да, в общем-то, это сырье, растение, которое мы тут планируем мацерировать, и масло, да, то есть и вот в доступе у нас, как я уже сказала, подсолнечное масло, но мы можем брать и оливковое масло, мы можем брать масло жожоба, мы можем брать кокосовое масло, да, то есть как бы выбор большой.
Но если это не подсолнечное масло, да, ну масло жожоба тоже достаточно стабильное, но в других случаях было бы хорошо добавить витамин Е, токоферол, микс витаминов Е, чтобы он предотвращал вот от окисления и от порчи. Итак, у нас сегодня сырье мокрица. Да, мокрица или звездчатка, да, это сорная трава, которая растет в огороде у каждого дачника. Чем же она может быть полезна-то для нас, Да, для на самом красоты? деле она очень хорошие, имеет заживляющие свойства. Многие дачницы уже начинают заниматься своим огородом, и, конечно же, это все имеет большое воздействие на кожу рук, и как часто они страдают. Да? И вот очень хорошее свойство имеет мокрица. Да, мацерат мокрицы вы можете себе сделать и как бы ухаживать уже, наносить это масло массажными движениями на кожу рук, и он будет предотвращать от сухости, от трещин, заживлять будет ваши раны. Тут у меня готовое сырье, но, конечно же, вы можете использовать сырье свое. Обязательно в мацерации используйте сухое сырье, то есть его надо будет сушить, и чтобы не было влаги. Если будет влага, масло, ну понимаете, да, там пойдет процесс порчи. То есть полностью сухой продукт. Ну, допустим, это, к примеру, может быть, но если в домашних условиях, что можно с огорода своего подсушить? Ну, ту же ромашку, да, допустим? Ромашка, подорожник, календула, если она у вас растет, монарда прекрасно. Листья смородины. Листья смородины, это даже могут быть ягоды. Ягоды смородины, ягоды, я делаю мацерацию шиповника, но надо будет тоже их просушить. И ягоды, вообще растения все, мы перед тем, как мы будем делать инфузы, надо их измельчить. Да, если это ягоды, то в ступке хорошенько их размолоть. Если это крупные какие-то травы, то сухое сырье, оно хорошо как бы расщепляется, то есть вы можете его как бы мелким подготовить, измельчить. Ну что, мы берем любую тару, да, стеклянную, и важно взять тару такого размера, да, чтобы вы сделали в нем полный. То есть если он будет наполовину, то это будет способствовать размножению каких-то новых, других компонентов. Да. Я здесь поставила для образца, обязательно нужно посуду обрабатывать. Очень просто это сделать в кипяченой воде, да, мы все делаем заготовки, мы знаем, как дистиллировать, но тем не менее, да, я это озвучу. Значит, либо мы в водяной бане, да, отпариваем минут 10-15, в зависимости от размера, объема, либо прокалываем в духовке, либо используем хлоргексидин и спирт. Да, в 2 этапа, ну, допустим, мы сейчас вот обработаем, да, нашу тару. Так. Мне надо будет подойти к раковине после этого. Итак, хлоргексидином сполоснули, побрызгали спиртом, и все насухо. Насухо надо вытереть, да. Вытираем насухо. Ну, это такой быстрый процесс, да? Да, это как экспресс, скажем так, да. Конечно, лучше прокалить, лучше прокипятить и проще, скажем. Вот, мы готовы. Закладываем сырье. Значит, в данном случае у нас сырье мелкое, да, мокрица. Она достаточно мелкая, поэтому мы закладываем 50%. Баночки, да? Да, 50% баночки. Иначе, если мы сделаем полное, да, то все сырье заберет масло, и потом на выходе у нас будет очень мало готового сырья. Вот. Конечно, лучше всего, если мы
Следим, да, опять записываем, сколько мы использовали масла, чтобы у нас был... Все точно, да? Да, чтобы мы знали, сколько мы использовали и сколько на выходе мы получили. Если у нас будет сырье объемное, рыхлое, да, такое, допустим, как тысячелистник, да, допустим. Крупные цветы. Да, крупные цветы или календула, например, да, она тоже такая объемная, то мы закладываем сырья побольше. И, конечно же, это такой процесс творческий, потому что чем больше сырья, тем более концентрированный будет мацерат. Если мы сделаем меньше, то он будет... Ну, такой. логично, да. Да, логично. Вот, значит, мы берем масло. В данном случае у нас будет растительное масло. И заливаем. Смело заливаем. 50 на 50, да, у нас выходит? Да, ну, как, на самом деле, по факту, конечно, будет больше, да, масла уходить. Сейчас сырье будет впитывать масло, и на следующий день тоже следует посмотреть, если масло, ну, как бы трава, она впитает масло, и долить. Долить, чтобы до горлышка у нас было, да. Ну, собственно, два компонента есть, все, и да, дальше да. оставляем просто так стоять. Нет, сейчас я вам расскажу. Как бы, в общем-то, да, он будет стоять, но нам следует каждый день к нему подходить и здороваться, скажем так, да, здороваться с ним мы будем подходить и взбалтывать. Взбалтывать, чтобы у нас равномерная шла мацерация, да? Итак, наши два компонента основные смешаны, да. Далее что мы делаем, Эрика? Значит, выдержать нужно мацерат от 4 до 6 недель. Вот так долго? Да. Можем убрать его в кладовку, да, подальше от солнечных лучей. Либо мы можем поместить в крафтовый пакет, старый, да, либо можем брать уже стекло затемненное, да, и ставить на подоконник. Сейчас у нас уже много солнца, и солнечные лучи будут мягко прогревать наш мацерат. И такой мацерат называют солнечным мацератом. И это будет способствовать выводу компонентов лучше. Мы с вами вот рассмотрели холодный способ мацерации, есть еще горячий способ. Да, мацерации его делают на водяной бане. Но я все-таки считаю, что лучше делать холодную. Вообще считается более качественным делать холодную мацерацию. И вот так 4-6 недель стоит. Как мы понимаем, что все готово? Просто понимаем по истечению срока. Ну, лучше, допустим, 6 недель отстоялось, а дальше как получить потом чистый? Все процедить надо? Да, надо будет его процедить. Мы берем небольшое ситечко, да, туда кладем чистый, обработанный утюгом, хорошо обработанную ткань, да, допустим, достаточно плотную, хлопковую, да, и процеживаем. Оставляем на какое-то время, чтобы масло все откапало, да. Закрываем, и вот видите, да, тут мацераты, они у меня, это вот я буквально на днях использовала остаток. Мацераты лучше хранить именно в том объеме тару, да, сколько есть масла. Если будет, да, если будет меньше, то он будет быстрее окисляться. Давайте теперь поговорим про то, где мы можем использовать мацерацию, да? Да, вот в чистом виде. Готово, вот, пожалуйста. Морковушка у нас, допустим. Где? Значит, масло моркови, мацерат моркови очень хорошо используют для массажа лица, да, потому что у него есть такие омолаживающие свойства. Вы можете делать себе массаж. То есть прям вот так масло набираем на ладошки, да, и массируем. Да, да. Либо можно в этапе очищения, да, как трехэтапная система очищения, я его использую. Например, сначала я наношу мацерат, делаю массаж, потом убираю остатки ватным диском, и потом уже мягким моющим средством умываю лицо и потом наношу гидролат. Вот такой у меня система гидролат, которую мы делали на прошлой передаче, да. И такая система очищения у меня
Очень Да. интересно, да? Мгм. Это про морковь говорим, да? Если говорить про мацерат лаванды, Вообще есть мацераты, которые мы можем использовать в уходе за волосами. волосами. Да, это вот шалфей лекарственный, это лаванда, это розмарин, да, и они будут способствовать розмарин в частности и шалфей, они будут способствовать улучшению роста волос, будут меньше выпадать волосы будут хорошо выглядеть. Как используется, да, такая масочка? Надо нанести? Надо нанести, да, на кожу головы, на волосы. И оставить нужно минимум на 2, 3, 4 часа, даже можно на ночь Спать, да? оставить, да, как бы, ну, подготовить постель, чтобы там не испачкать, да, и потом на следующий день в 2 этапа, 2 раза намыливая волосы, помыть. Не нужно думать, что масло у вас останется на волосах, и у вас жирные волосы, вам это не подходит. Нет, это подходит всем, и достаточно делать такую маску раз в месяц, и вы увидите эффект. Результат, Да, вы увидите эффект. Так, далее, да, мацерат, куда мы еще можем использовать? В уходе за руками, вот и мы уже об этом говорили. В уходе за стопами, в уходе вообще за кожей всего тела, да, после ванны, после душа. В аюрведе вообще есть такое, да, такая методика, как омасливание, да, промасливание тела. Обычно они перед водными процедурами рекомендуют промасливание кунжутным маслом. Мы тоже можем мацерат сделать обогащенный на кунжутном масле и использовать вот такое промасливание. А сколько хранится мацерат? Но если вы храните правильно и в холодильнике, то год спокойно вы можете его хранить, может быть, даже больше. Вот так, то есть такой натуральный продукт, сделанный буквально вот собственными руками, не требующий огромных затрат, да, Да. по сути, а использовать можно в разных, да, сферах. Это и волосы, и кожа, а внутрь принимать такое можно? Ну, не отвечу на этот вопрос, потому что я сама как бы не использую мацераты внутрь, да, то есть это, конечно, вопрос больше, да, я как косметолог, ну, как изготовитель косметики использую, да, мацерацию. Вот. Но я думаю, что хорошо иметь мацерат на случай, когда у нас есть какие-то повреждения кожи, да, допустим, Вот, да. когда мы поцарапались, там, поранились, все равно такие случаи происходят, особенно если дома есть дети, и вы можете тоже использовать Вы мацерацию. представляете, как надолго, да, хватит вот этой баночки, да? Да. Если, допустим, как мы говорили, пользоваться, да, для того, чтобы небольшие ранки, да, залечивать детям, себе, вот зачем современные крема, да, непонятно где сделаны, из чего сделаны. Вот, пожалуйста, баночка у вас на даче, баночка в машине, баночка дома. Ну и, собственно, вся семья будет знать, что если вдруг, не дай бог, появились какие-то повреждения, быстренько достал баночку с маслом, с мицератом, помазал, ну и, собственно, защищен, вооружен. Но я в своей практике очень часто сталкиваюсь с жалобами на сухость кожи рук, на сухость кожи стоп и даже тела. Это частое обращение, и вот такие мацераты, они могут вам стать спасением. Да, вы можете экспериментировать с растениями, вы можете экспериментировать с базовыми маслами, да, например, попробовать на подсолнечном, на кунжутном, на оливковом, на масле жожоба, который тоже сейчас можно купить, на масле ши, там, на баттерах тоже можно попробовать. И искать уже именно то, что будет хорошо работать, да, в вашем случае. Вот обратите внимание, у меня тут пару капелек было масла. Если вы думаете, что у вас будут очень жирные руки после использования мацерата, ничего подобного. Все, что надо, впиталось, и вот, пожалуйста, практически как эффект от крема. Да? Да, хорошо, что вы заметили. Вообще масла базовые, у них есть такое понятие впитываемости, да, и вот подсолнечное масло, оно считается быстро впитываемым маслом. Очень вот быстро. это еще его одно хорошее вот преимущество, да, что вы можете и не бояться, что он будет Да, и жирным. никаких там не осталось липких, да, каких-то ощущений. Все, что надо, впиталось, но аромат лаванды, конечно, присутствует, несмотря на то, что все-таки здесь, да, 50/50, здесь травы, и все-таки есть подсолнечное масло. Запах подсолнечного масла, аромат Почти не ощущается. Почти не ощущается. Больше лаванды.
Ну что, как всегда, спасибо вам большое, Эрика, за такой интересный, да, мастер-класс. И, конечно, самое главное, как вы уже сказали, о том, что природа, да, она все делает за нас, да, и, собственно, конечно, можно в домашних условиях делать хорошую косметику, натуральную, да, и будете здоровы. Спасибо вам большое, мы желаем вам, ну, знаете, наверное, побольше, так сказать, интересных идей, да, которые вы можете вотворить в жизнь, ну и тем самым улучшите качество жизни своих окружающих, ну и ваших клиентов. Спасибо, Спасибо Дарья, вам очень большое. приятно. Буду рада новым встречам. До новых встреч! До новых встреч. Хочу обратиться к нашим прошлым эфирам, когда мы делали баттер для тела. Вот, и мы тогда использовали баттерши, мы использовали кокосовое масло. Да? Так вот, вы можете эти масла заменить мацератом. И у вас уже будет совсем другого состава, да, как бы более обогащенный. И вы можете сделать, не сбивать, сделать плотный баттер, вот как я делаю, да, и использовать его для рук. Напомню, здесь в составе у нас баттер, масло и воск, да, и такой баттер тоже очень хорошо ухаживает за кожей рук. Можете попробовать, Дарья. И дает вот эфирные масла, здесь мы еще использовали, да, то есть у него будет более активный уход. И то есть в составе вот подобного баттера, ну, проще говоря, крема, да, вот есть тот самый Мацерат. мацерат, да? И он будет нам давать вот А такой. можно ли в готовый крем добавить мацерат уже? Или это надо на, значит, во время изготовления процесса? Ну, по поводу готовых кремов я бы как бы воздержалась, потому что я не знаю состав тех кремов, которые будут зрители использовать, да. И достаточно активные компоненты, ну, как бы я не могу это. Да. Ну, то есть, по сути, мы можем мацерат наш использовать как в чистом виде, вот так, да, в виде масла, так, в принципе, и при изготовлении как основу для наших кремов, да? Вот, допустим, в этом креме у нас есть гидролат, который мы делали тоже. То есть водичка. Да, наша волшебная водичка. И мацерат. И мацерат, наше волшебное масло. Да. И так мы можем, допустим, брать гидролат разных растений. То есть мы их можем менять. Ромашка, лаванда. То есть свойства будут другие, разные. И мацерат тоже можем взять другой. Да? То есть это такой творческий процесс. У вас есть задача, например, убрать воспаление на юношеском лице, воспалительные процессы. Да? Ну что мы можем взять? Мы можем взять ромашку, мы можем взять календулу, и лаванда тоже будет хорошо работать. Да? Сделать мацерат. И здесь, конечно, какие-то навыки кремоварения вам понадобятся. Да? Эмоционные какие-то составляющие используйте, чтобы соединить масло в воде, да? И делаете себе крем. И поверьте мне, он будет не хуже, даже намного лучше, чем покупные крема работать. Вот. И точно так же в кондиционерах для волос, да, то есть такие обогащенные масла, конечно, они тоже будут давать больший эффект. Да, ну, такие простые действия, казалось бы, да, но они дают очень рабочие инструменты. Я еще делаю водно-глицериновые, да, экстракты, то есть это экстрагирование растений уже другим способом. Вот, то есть экстракции, они бывают разные. Вот. В общем, это мир такой, знаете, безграничный, да? Эрика, вот мы сейчас видим, да, у нас некоторая, да, часть опустилась на дно, что-то до сих пор наверху, да? Вы говорите, на следующий день нужно проверять, перемешивать надо или не нужно? Нет, его нужно взбалтывать. Вот так просто, да? То есть туда не надо никаких палочек, ложечек, ничего? Желательно нет. Желательно нет, потому что мы можем занести, да, микроорганизмы, поэтому лучше, конечно, ничего туда не погружать. Такой стерильный процесс должен быть, чтобы защитить наши средства от порчи. Ну и не забывайте, если вы будете оставлять его на подоконнике, то вам надо будет его в непрозрачный пакет положить. Чтобы прямых лучей не было, да? Да, прямых попаданий солнечных лучей не было. Но если это зима, и мы хотим сделать тоже мацерат, то вы можете поставить поблизости к батарее, да, то есть тоже будет мягкое тепло,
не агрессивное, но мягкое тепло, он тоже будет прогреваться и тоже будет давать такое вот отдачу более. Хорошо. Самые нетерпеливые вы можете поискать, как сделать мацерацию горячим способом на водяной бане. Вот, он займет несколько часов, у вас тоже будет уже мацерат. Вот если хочется уже сегодня сделать, не хочется ждать месяц, полтора, да, то вы можете сделать горячим способом. Я думаю, что Тоже можно, получится. да, получится хороший мацерат.